Обращающая сторона, у вас есть вопросы к представителю президента и кабинета министров? Пожалуйста. Да, у меня есть вопрос. Тимур Для Денисбекович. уточнения хотел бы, вот после вашего выступления возник вопрос. Вот вопрос у меня возник такой, что государство с вашей стороны должны предпринимать меры, первое, превентивные, и уже второе, по последствиям, да, каких-то действий. То есть первое, последствия мы понимаем, то есть это уже привлечение к ответственности, да? А что значит превентивные? То есть мы понимаем, что вот в соответствии с которым положение утверждено правительством, там указано, все абсолютно аудиовизуальные произведения должны проходить через некое такое государственное сито. Все, без исключения. Если мы этого не сделаем, то мы не сможем обеспечить принятие превентивных мер. Потому что какой-то аудиовизуальный фильм проскочит, и, как вы говорите, какой-то, наверное, вред уже нанесет. То есть мы должны абсолютно все аудиовизуальные произведения провести через государственное сито. Я так правильно понимаю? Нет, вы неправильно меня поняли. Я говорю, превентивные меры, они, например, я считаю, что содержатся в этой же оспариваемой нас статье 6. Там написано, концепция фильма не должна предусматривать насильственное изменение государственного строя. То есть насильственное изменение государственного строя в уголовном кодексе несет ответственность. Государство говорит, нельзя фильмы снимать, которые призывают к изменению государственного строя, нельзя конституционный строй, нарушать суверенитет, территориальную целостность. Ну, вот, все, что плотно, это выдержка из уголовного кодекса, говорят. Вот видите, у нас есть уголовная ответственность, вот фильмы не должны подпадать под эту статью. Вот и все, это только вот превентивное. Есть статья, нельзя распространять, там 161 порнографию. Порнография не допускается. Все, государство ничего не сделало. Например, получается такого, что каждый фильм, выпускающий, должен проходить цензуру. Там нет таких ограничений. Я говорю, я же сегодня согласился с вами в той части, что департамент, если видит, что этот фильм призывает к чему-то или не соответствует каким-то стандартам, 3 человека не должны сказать, мы запрещаем прокат. Назначить экспертизу. 20 фильмов поступили, по 2 фильмам вопрос или по 1 фильму вопрос. Пусть департамент назначает экспертизу, получает официальное заключение, и, пожалуйста, вы можете эту экспертизу оспорить. Но они не должны 3 человека, субъективно посмотрев, запрещать что-то. Должно быть, соответственно, должны быть службы, которые должны назначить экспертизу. Пусть эксперты, люди, обладающие определенными знаниями в тех или иных областях, сказать, да, вот это можно расценивать как там изменение строя, либо здесь содержатся элементы порнографии. И, пожалуйста, через экспертизу вам отдают, говорят, мы не можем по этому фильму дать прокатное удостоверение, извините. И тут уже идут процедуры, вы можете их обжаловать, согласиться, не согласиться. Но вот это, я говорю, превентивность. Ни один пункт статьи 6 не содержит цензуру. Цензура, то, что, вот на что вы говорите, то есть предварительно ни один документ, то есть ни одно произведение не проходит экспертизу. Но если ты хочешь получить массовый прокат, выпустить, получить экспертизу, то у государства ставят определенные условия. Она должна соответствовать законам, Конституции. Но это не есть цензура, это ограничение. Раньше, например, в советское время там запрещали какие-то фильмы, там какая-то комиссия, партия запрещала какие-то фильмы. Но в данном случае у нас запретов нет. Единственный запрет, который соответствует требованиям Конституции. Госстрой, суверенитет, порнография, нравственность. Вот в этих только целях. Вопрос. Вы как представитель Кабинета министров относительно уже положения, которое вами утверждено, как я говорил, от 14 октября 2016 года, 551. Я уже озвучивал, да, вот пункт 4 этого положения, вашего положения. И указывается, аудиовизуальные произведения, предполагаемые для проката на территории Крымской Республики, в обязательном порядке предоставляются соответствующие государственные органы. Вы же говорите сейчас, противоречите себе. Вы говорите, не надо проходить через это сито. Здесь говорится, что надо в обязательном порядке, все предполагаемые для проката. Как противоречит? Здесь я имею в виду, когда что такое государственный прокат? То есть это массовое производство, народ, это
Человек может снять фильм для себя, любой, не ходить в фонд кинематографии, смотреть этот фильм дома, и это его дело. Но если речь идет о том, что это будет идти носить массовое распространение, которые будут ознакомлены разные слои населения, поэтому государство говорит, оно, соответственно, не должно призывать тем-то, тем, ну, то, что 6-я статья перечислила. Только к этому. Вы, ну, например, вы вопрос видите, вы говорите, это не цензура, но вы, ваша организация, мы, говорит, когда берем фильмы на конкурсный отбор, Асаналина, вы сказали, у нас своя комиссия есть, мы отбираем фильмы, мы смотрим. Мы допускаем конкурс, не допускаем. А ваши действия чем не цензура? Вы допускаете, то есть вы можете это делать, а государство, которое потом гарантирует массовое распространение, это не может делать. Вы же сказали, у нас есть своя комиссия, которую отбираете на ваш конкурс, кинофестиваль. Соответственно, это нормальная процедура, чтобы, например, кто-то умышленно создал, разные люди бывают. И этот фильм, не проходя никакой, хотя предварительно на предмет соответствия 6 статьи, попал в массовый прокат. Такой же фильм, который, скажем, пропагандирует авторитаризм, на ваш же конкурс не попадет, Бердуй, же кинофестиваль. Такая же схема, я считаю. Есть еще вопросы у вас? Ваша честь, уважаемые члены Конституционного суда, уважаемые представители. Тимур Кабинета Демирович Яковлевич, министров. вы микрофон выключите? Ага. Да, у вас включен. У меня такой вопрос. Не кажется ли вам, что Министерство культуры, когда вы говорите статью 6, и вы говорите, что это повторение Уголовного кодекса Кыргызской Республики, дублирует полномочия правоохранительных органов, которые занимаются как внешней безопасностью, так и внутренней? Она не дублирует, она, скажем так, в данном случае, если она не дублирует, потому что правоохранительные органы, они, если как наступили вредные последствия, уже принимают меры. Но Союз кинематографистов, например, если этот фильм содержит порнографию, и он говорит, ребят, мы не можем массовый прокат, и убирает. Но если этот фильм попадает в массовый прокат, это уже действие правоохранительных органов. И чтобы не было этого действия, Минкультуры говорит, что в этом фильме слишком открытые цены, мы не можем пустить массовый прокат. Но это не есть цензура. Я говорю, это в данном случае есть, да, вот я же Международный пакт о политических и гражданских правах же привел примеры, что общепризнанные международные документы, договора, пакты признают, что должны быть ограничения, и человек, который занимается творчеством, на него возлагается особая ответственность. Да, у меня еще один вопрос. Дело в том, что как продолжение вот вашего сейчас комментария о международных пактах, гражданских политических правах и факультативный протокол к нему, и также отчет, универсальный периодический отчет Кыргызстана, над которым мы помогаем правительству и работаем над этим вместе с нашими партнерами. Очень важно помнить, что были рекомендации на уровне ООН, когда рассматривался последний универсальный периодический отчет, и вы знаете, что через год Кыргызстан опять будет заслушиваться и будет подавать, и мы будем подавать альтернативные отчеты. Какие рекомендации там были даны вот в части вот как раз цензуры, как раз вот нарушения, значит, Министерством культуры, значит, прав и свобод человека и конституционных? Я этим вопросами не занимаюсь. Очень жаль. Почему? Потому что это все в комплексе. И вы приводите Международный пакт о политических правах, но в то же время мы не против ограничений. Там говорится о качественности, о соразмерности, о понятности, о чем говорили вы, как член А если вы Конституционного знаете, суда. о чем нам советовали, зачем вы меня здесь спрашиваете? Поэтому речь идет о том, что выполнение, значит, международных норм, обязательств, отчетности как раз возложено на Кабинет министров. И там есть Национальный совет по правам человека, возглавляем Байсаловым, очень вы хорошо знаете, мы с ним тесно работаем. И, кстати, он был на последнем фестивале, он дал обзорное, открытое интервью и сказал, что фестиваль... Телехана Саналина, вы это можете сказать в своей заключительной Да, речи. поэтому я хочу Сейчас- сказать, что скажите, сейчас, пожалуйста, стадия, насколько вы
вы Да. осведомлены, значит, контрольными функциями, как выполняет рекомендации вот, по УПО и Международному пакту о политических правах, касающиеся прав и свобод человека, в частности, свободы слова, свободы самовыражения и так далее. Есть ли у вас такая информация? Спасибо. Я же уже ответил, что этим вопросом не занимаюсь, поэтому у меня нет этой информации. Да. Вам не кажется, что без суда и следствия решение, значит, комитета, О запрете, да? да, Прокат, ага. да, запрещается департаментом Кыргызстасмасы или еще кем-то, и вообще вот как бы постановление, оно устарелое, оно не выполняется. Я же согласился с вами, что не может 3 чиновника запретить что-то. Они должны либо обратиться в суд, либо назначить экспертизу. Я в этой части же вас вроде поддержал. Есть еще вопросы? Уважаемые коллеги, есть вопросы? Присаживайтесь.